А сейчас вот впервые прозвучит музыка, написанная специально для хомуса крупной формы. Концерт для хомуса с оркестром. Но пока он будет звучать не с оркестром, а просто под аккомпанемент фортепиано, вот. Произведение, идея этого произведения как-то мелькнула в общении с Аржаном Туденевым. Вот этот вот замечательный тоже хомусист, Аржан Туденев, работает солист нашего ансамбля Хазар Сух. Он как-то наиграл одну тему из спектакля, в котором я написала музыку к спектаклю Алла Пельторан. Но эта тема не была использована в этом спектакле. И вот он как-то сел и стал играть красиво. Какая красивая какая-то хомусная тема. В этот момент я подумала, что надо написать концерт для хомуса с оркестром. Вот. Концерт длится 12 минут. Это такое крупное, длинное произведение, где звучит вступление, главная тема, главный герой. Потом звучит побочная тема, лирическая, заключительная тема. И начинается средняя часть, средний раздел, когда герой сталкивается с какими-то препятствиями, с ним что-то происходит. И начинается реприза, то есть повтор, возврат главных тем. Ну вот, и обязательно в концерте бывает каденция. Каденция – это когда солист остается один со своим инструментом и начинает монолог говорить. Вот, и вот будет такой же монолог. И потом победоносное шествие нашего героя, который победил силы зла, так скажем. Итак, автор Татьяна Шелгинова, концерт для хомуса с оркестром. Первая часть. Я хочу добавить, что исполняется сегодня это произведение впервые.
Поздравляю тебя, Айсили. У нас был ужасный звук. Итак, Айсили у нас останется в истории музыкальной культуры как первый исполнитель концерта для Холмса. Мария Сергеевна сейчас в полную силу работает над оркестровкой, и наступит, наверное, скоро уже такое время, когда на сцене будет оркестр хакасских народных инструментов, выйдет Айсили, и они все вместе, человек 50, сыграют этот концерт. И я думаю, что будет все здорово. Молодец, Айсили, поздравляю тебя.